Прокладка магистрального канализационного коллектора протяженностью 20 километров идет полным ходом. Он охватит сразу 3 населенных пункта республики Сунжу, Карабулак и Троицкая. Строить его вместе с очистными сооружениями в Сунже начали в прошлом году. У нас выполнены следующие работы. Это у нас иловая площадка выполнена полностью. Первый этап у нас контракт уже выполнен, коллектор мы проложили по первому контракту, то, что у нас по проекту было, мы проложили. Дальше мы уже второй этап начали. Здесь у нас идет кондиционно-насосная станция, распределительная камера, первичные отстойники, вторичные отстойники и аэротэнк. Строят объекты в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Согласно проекту, производительность очистных сооружений составит 16 тысяч кубометров в сутки. Первый этап работ полностью завершен. Рабочие подготовили фундамент и начали строительство блоков, включенных в проект. В рамках объекта заключен 2 контракта. Первый контракт 172 миллиона, мы его отработали. Это у нас первичные отстойники, канализационный коллектор и иловая площадка. В настоящее время ведутся работы в рамках второго контракта на 622 миллиона. Это у нас канализационно-насосная станция, здание производственного корпуса, аэротэнк и стабилизатор ила и вторичные отстойники. Очистные сооружения обеспечат отвод загрязненных вод в населенных пунктах. Сточные воды будут проходить несколько уровней очистки. Вода сначала собирается в канализационном коллекторе, затем течет в распределительную камеру, а следом в канализационную насосную станцию. После будет поступать в производственный корпус. Там у нас уже происходит первичная очистка, то есть грубая очистка, там пакеты, макеты, все такое, все убирается. После этого там распределительный у нас еще один колодец стоит, от него уже все распределяется и в первичные отстойники идет. В первичном отстойнике тоже своя работа там происходит, там механизмы свои. И он дальше поступает у нас в аэротэнк. С аэротэнка уже во вторичные отстойники. Со вторичных отстойников у нас есть колодцы для иловой насосной станции. Есть. Вот от них уже ил выкачивается туда, дальше в иловую площадку. Следом очищенная вода окажется в реке Сунжа. Таким образом, новый проект благотворно повлияет на экологический климат в регионе. По проекту очистные сооружения и канализационный коллектор будут введены в эксплуатацию в 2024 году. После завершения работ к коллектору смогут подключиться и частные дома. Оформить нужные документы можно будет через местные муниципалитеты. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.